Меня зовут Алсу, я учусь сейчас на третьем курсе РНИМУ имени Пирогова. Вот, и несмотря на то, что третий курс у нас очень считается вообще самым, наверное, сложным из всех 6 лет обучения в медицинском, мы нашли время и пришли в штаб Татар на собрание, получается, именно медицинское. Вот, и мы не пожалели об этом, здесь очень круто. Мы познакомились со многими почетными людьми. Как ты узнала про наш клуб? Про штаб Татар я узнала еще будучи на первом курсе. У нас в ВУЗе есть землячество татарское, и получается там вот нам сказали, что есть такое объединение татаров в Москве, чтобы поддерживать связь между татарами, вот, поддерживать свои там культурные традиции. И потом мы узнали, что есть вообще такое место, как штаб Татар. И когда мы первый раз здесь появились, у меня был просто шок, потому что я думала, вау, ничего себе, вообще, ну, как бы здесь очень круто, и я такого никогда не видела, вот, и, в общем, узнала я, получается, от председателя нашего землячества татарского, от Зарины, вот, и мы сюда пришли, и вот с тех пор по возможности стараемся ходить, но не сказать, что прям часто приходим, на самом деле здесь собрание практически каждую неделю бывает для студентов, но мы приходим так, по мере возможности. Меня Инара. Я учусь на третьем году в аспирантуре в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии. Также работаю врачом-гематологом в отделении трансплантации костного мозга в НМИТ гематологии и также дежурантом, врачом-гематологом в НМИТ онкологии Блохина. В медицину пришла, так как родители врачи, мама дерматовенеролог, папа психиатр. С детства как-то стремилась вот в медицину. В 11 классе хотела стать стюардессой, но меня отговорили. Пошла в медицину и не пожалела. Где-то на третьем курсе уже определилась со специальностью. Очень нравилась гематология, особенно на курсе по патофизиологии. Вот. И после 6 лет учебы пошла в ординатуру в НМИТ гематологии по специальности гематология. Вот, также осталась дальше в аспирантуру. У меня такое узкое направление именно трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Соответственно, пишу сейчас диссертационную работу по инфекциям, вызванным вирусом герпеса человека 6-го типа у пациентов после трансплантации аллогена гемопоэтических стволовых клеток. Меня зовут Батырхан, я учусь на третьем курсе РНИМУ имени Пирогова. Всем здравствуйте, меня зовут Алиса, я учусь на втором курсе РНИМУ имени Пирогова. Как узнали про наш клуб? В землячестве нам подсказали, наш председатель тогдашний. Зарина нам рассказала про то, что существует штаб, и можно сюда приходить, и очень много интересных людей и знакомств. У вас такая интересная, великая профессия. Как вы к этому выбору пришли? Мне предметы нравились в школе, биология, химия, поэтому я решил сюда идти. Еще с садика я хотела стать хирургом. Потом вначале обычным, потом пластическим, потом вообще хотела быть патологоанатомом. И вот, и как-то так получилось, что уже в 11 классе надо было выбирать предметы, и я подумала, что вариант с медицинским университетом будет неплохим. Хәерле кич, исемегезне әйтеп җибәрегез, кайда укыйсыз, каян белдегез безнең штаб турында? Хәерле кич, минем исемем Алина. Мин 4-нче курста укыйм, 2-нче медицинский университетта имени Пирогова. Бу җирне мин беләм безнең татар сообществодан университетның. И миңа бик нык ошый монда килергә, монда атмосфера, шундый рәхәт синең күңел итеп каша алалар. Татар җырларын бергәләп җырларга нык рәхәт. Шул Мәскәүдә ошый бик әйбәт шундый җирләр булган. Хәерле кич, исемегезне әйтеп җибәрегез. Здравствуйте, меня зовут София. Я учусь на первом курсе РНИМУ имени Пирогова. Председатель землячества отправила ссылку, предложила пойти группой. Я участвовала в опросе, мне написали, и я решила, почему бы и нет. Я хочу познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое для себя. В каком университете вы учитесь и какую именно профессию, направление хотите выбрать? Я учусь в РНИМУ имени Пирогова. Насчет будущей профессии я пока не уверена, так как я всего лишь первый курс. Думаю, у меня еще все впереди. Хотелось бы узнать про каждую профессию изнутри, не просто поверхностно. Вот, думаю, еще определюсь с этим. Как видите свою дальнейшую карьеру? Пока что
Вот мы на третьем курсе, главная цель это хорошо закончить вот нынешние предметы, которые есть, хорошо выучить и изучать варианты специальностей, ну, ходить на научные кружки. Вот пока ближайшее будущее такое. Ну да, наверное, как Батырхан сказал, у него 3-й курс закончить, у меня 2-й. Успешно. Ну, пока я себя вижу, наверное, дерматовенерологом, потом уже косметологию пойти. Вот. Ну, пока это вот такие планы, не знаю, может быть, все изменится уже на 5-6 курсе. Хайракеш Исимем Марафиль. В данный момент учусь в Пироговском университете, ранее РНИМУ имени Пирогова, в ординатуре по специальности педиатрии, 1-й год. Как узнали про наш клуб «Гиппократ»? Клуб «Гиппократ» я, в принципе, знаю уже с 1-го курса студенчества еще. 7 лет назад меня сюда привел тогдашний председатель нашего татарского землячества в университете. С того момента посещал. Про татарский штаб узнала от землячества, от людей землячества. Первый раз пошла вместе с ними на 1-м курсе. Вот с тех пор хожу, когда есть время. Может, немного расскажете про себя? Я студентка 3-го курса РНИМУ имени Пирогова. Вот, сама из Казани. Приехала сюда, учусь. Параллельно пытаюсь заниматься научной работой и активностями землячества. Скажи, пожалуйста, возможно, у тебя есть любимые врачи или на кого ты равняешься в своей профессии? На самом деле у меня выбор специальности меняется просто с очень большой скоростью, и каждый раз я нахожу себе нового кумира, потому что сегодня мне нравится урология, завтра гинекология, послезавтра общая хирургия, и каждый раз варианты меняются, каждый раз они обновляются, и каждый раз я нахожу себе нового как бы кумира. Я скажу про свою преподавательницу по топографической анатомии, которая у меня была. Наверное, это такой значимый человек у меня в истории моей, так сказать, медицинской. Вот, она прям, не знаю, меня вдохновила. Я подумала, хорошо, что я пошла в медицину. Син табиб профессиясын ничек итеп сайларга булдың? С детства было желание помогать людям. Ну, во-первых, стоит отметить, что я очень любила химию в школе, и у меня внутренне было желание действительно помогать человеку. Не только словом, там словом можно, конечно, вылечить тоже, но и действительно его тело, уменьшить его боль. И из-за этого подвигнул выбор будущей профессии. И благодаря родителям, конечно, которые не поддержали идею становления врача. Где-то в прошлом году узнала про группу «Штаб Татар» в Телеграме, в Инстаграме, и там в Ютубе было еще видео со встречи клуба «Гиппократ». Вот, потом нашла Телеграм-канал, вступила, и вот пришла на встречу. София, подскажи, пожалуйста, возможно, у тебя есть любимые врачи или на кого ты хотела бы равняться? Да, у меня есть старшая сестра, она окончила Башкирский государственный медицинский университет. По образованию, по специальности она врач-психиатр. Сейчас она работает на севере, и я очень ей восхищаюсь, я ей горжусь. Она делает какие-то немыслимые успехи в своей карьере. Я считаю, что она действительно помогает людям и исполняет свою мечту, поэтому она мой кумир. Здорово. Также хотелось бы услышать тебя слова пожелания нашему клубу Гиппократов. Знаете, я очень благодарна тому, что такие клубы, такие собрания действительно существуют. Они помогают узнать много новых людей, что-то новое для себя открыть. Я желаю клубу развиваться и дальше, привлекать больше юных людей, юных студентов. Искать новые способы, во-первых, взаимодействия друг с другом. Здесь очень уютно, да, пожелания о том, чтобы почаще такие мероприятия устраивались, много новых знакомств. Я хочу, чтобы клуб «Штаб Татар» процветал, чтобы каждый год о нем узнавало еще большее количество людей. Я думаю, что с этой задачей все прекрасно справляются. Каждый первокурсник, наверное, сюда приходит, узнает об этом. Ну и как бы тут же есть и другие как бы общества, да, просто я знаю только там студенческое и медицинское, вот. И чтобы это не заканчивалось, развивалось дальше, потому что очень, мне кажется, важно, будучи там далеко от дома, от своей родины, ощущать вот это вот тепло, поддержку, ощущать себя как дома. Именно здесь, мне кажется, можно вот этим пропитаться.